Шадмал Валерьевич, вы мне обещали, что вы мне поможете моей семье. Вы присылали ей письмо. Где? Я не вижу этой помощи. Понимаете? Мы друг у друга на голове сидим. Потерпите, подождите. Все будет. В этом году нам сказали даже ремонт не делать, 100% переедем. Мы до сих пор здесь. Наталья Смышляева уже устала ждать, когда ей выдадут обещанную властями квартиру. Так же, как и все эти люди, которые живут в микрорайоне Шанхай. Практически все многодетные семьи. У кого-то по 6 детей, у кого-то по 8. Люди ждут обещанные новые квадратные метры несколько лет. Я обращалась в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот я писала заявление в январе этого года, и мне в Минстрой обещали переселить в Упсунурскую 4-й дом. А когда уже месяц май наступил, нам сказали, что будут переселять в Упсунурскую 8-й дом. А вот 8-й дом, сдача когда будет, они не отвечают. До конца года переедете. Вот так мы уже 4-й год ждем переселения. Первый раз о переселении власти заговорили после землетрясения, которое произошло в 2011 году. Чтобы вы понимали, все дома в Шанхае четвертушки. Построили их еще в 40-х годах прошлого столетия. После подземных толчков строения сильно повредились. Тогда людям и пообещали, что вот-вот и им выдадут новые квартиры. Федеральный центр тогда направил Туве несколько миллиардов рублей, чтобы построить многоквартирные дома. Однако, как говорится, ВОЗ и ныне там. В чем мы провинились? Почему мы самые бесправные, многодетные и старики остались в Шанхае? Почему мы бесправные люди? Почему мы не можем переехать? Что случилось? Как так получилось? Что тотальное переселение везде, кроме нашего Шанхая? Вы посмотрите на эти дома. Это разруха, это помойки, это свалки, это наши маленькие дети. Это дети, которые ходят в сады, в школы. Школы нету. Мы 17-ю школу за 3-9 земель вводим своих детей. Мало того, этот микрорайон фактически уже не существует. Согласно генеральному плану, здесь, внимание, в прошлом году должна была вырасти современная комплексная застройка. Вот она, кстати, нарисованная. На ней нет этих страшных бараков, а люди живут в новых квартирах. Жилотдела тоже приходили. Жилсервис, да, жилотдел. Нам обещали с 2016 года переселят. Мы до сих пор уведомлений не получаем. Мы тоже живем уже, у меня тоже многодетная семья, 5 детей. И вот садик тоже вот 6 лет сыну. Я до сих пор никуда не пристроила сына. Сейчас 1 класс пойдет он. Люди в микрорайоне Шанхай уже устали ждать. Почти 10 лет их кормят завтраками. Они боятся, что их дома не выдержат эту зиму. Ремонт делать уже смысла нет. Да и жить опасно, так как в любой момент стены могут рухнуть. Потолок начал падать. Мэрия, я говорю, бошки убирайте. Но напугалась я. И потолок упал прямо. И они до сих пор на меня 0 эмоций. Людей обещали переселить в эти дома в микрорайоне «Спутник». Они полностью готовы. Как нам рассказали в пресс-службе мэрии Кызыла, они ждут, когда Министерство строительства передаст их на баланс города. Это должно случиться уже в ближайшее время, то есть в течение 1 или 2 месяцев. Людей из Шанхая обязаны сюда переселить, так как эти новостройки как раз начали строить на деньги, которые Москва выделила после землетрясения 2011 года. Альмира Синди, Марат Инмекей, 8 канал ТВ.